Руслан, вот вытрезвители снова в законе, как ты считаешь, снова будет произвол твориться в стенах его? Ну почему сразу произвол? Ну разное бывало, да. Слушай, тут в принципе хороших воспоминаний быть не может, потому что когда человек просыпается утром с жуткого бутуна, ничего не помнит, да еще связан ласточкой. Прошу. А вообще, конечно, возвращение вытрезвителей в каком-то качестве вызвало жаркие дискуссии в обществе. Это да. Ну, конечно, дискуссии, потому что непонятно, по каким принципам будут доставлять сюда людей и что делать с бомжами, которые не смогут за себя заплатить. Бомжей тогда старались не брать, потому что с ними слишком много хлопот, а вообще в каком-то качестве вытрезвители, все это понимают, нужны, потому что люди замерзают на улице и раздевают их, да и буянят они. Пока не очень понятно, как это все будет реализовано, но ясно, что МВД и полиция снова в теме. Руслан, ну вот все 10 лет в Уфе существовали вот такие специализированные центры, да, как изменится их работа? Это старый добрый ленинский вытрезвитель. На самом Как изменится их работа, сейчас выясняет наш корреспондент Геннадий, давай его послушаем. Я думаю, что Гене в силу его возраста, а он не застал те старые добрые вытрезвители, будет интересно. Давай сегодня посмотрим и обсудим эту тему. Я нахожусь перед бывшим вытрезвителем. Теперь это место называется социально-реабилитационный центр. Говорят, что сегодня сюда может попасть любой желающий. Сейчас проверим. Здравствуйте. 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 В зале не заходим. Давайте температуру померяем. Ну как? Нормально. Скажите, а вот правда, что к вам вот сейчас в этот центр любой желающий может попасть? Конечно. И бомжей тоже принимаете? Конечно, у нас на добровольной основе. А если вот, так случится, придет к вам, не знаю, депутат, скажет, устал я о народе думать, хочу отоспаться. Да, пожалуйста. Ну, это сервис. Обрабатываем руки. Здесь, да? Да. Так, присаживаемся на диван. О, друзья, обратите внимание, вот это вот диванчик, как будто немецкий еще, трофейный. Давно здесь стоит, да? С советских времен. Я подозреваю, что еще здание вокруг него построили. Очень интересно. Выглядит удобно. Прям на него садиться. Ну-ка. Ну как, понравилось? Ну, я бы сказал, что такого мебельного гарнитура не постеснялся бы некоторый иной санаторий. А вот это что за агрегат такой у нас? Знаете, Это честно говоря, анализатор паров этанола. Метта. честно говоря, выглядит как пылесос для легких. И что на нем делают? Проверяется степень опьянения. Так, давайте попробуем. Он рабочий, да? Конечно. Помните, как в детстве в поликлинику водили, вот такой вот холодок вот здесь вот? Что-то началось. Выдыхайте до окончания линии. Ноль. Фантомные боли по кальяну отболели. Так, и что дальше? Мы проверили. Теперь раздевайтесь для осмотра. Присаживайтесь, сейчас померить давление. Между прочим, редкий репортаж проходит так, чтобы приходилось все время присаживаться. Обычно все на ногах. Ну, космонавты возьмут. Тем более после вот этого. Нам нужно осмотреть вас на телесные повреждения. Так, ну вроде сегодня меня не били. Ну, хорошо. Обычно как пришел домой, футболку на пол повесил. Конечно. Берем белье. Открывай. Проходим. Приятных сновидений вам. Вот это посимпатично. Знаете, палата напоминает... Кстати, это палата, номер или камера? Молчит. Хотел сказать, молчит птица, тройка, не дает ответить. Ну что ж, койки интересные. Ну что сказали, друзья? Не так страшен черт, как его малюют. Да, бывший вытрезвитель. Да, в скорости может снова стать вытрезвителем.
Но по совести, бывал я в гостиницах, где гораздо хуже. Здесь хотя бы есть возможность отоспаться, которой я не применил воспользоваться. Выключите свет, пожалуйста. Борьба с пьянством – это государственная задача, регулярно заявляет Ради Хабиров. Именно после таких напоминаний в республике сразу повышается количество выявленных мест продажи и производства суррогата. Из-за высокого количества отравлений спиртным в новогодние праздники власти ограничили торговлю алкоголем в эти дни. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. И вообще он личный или общественный? Есть ли эффект от борьбы с пьянством в республике? И как организовать социальную реабилитацию пострадавших семей? Чем помогут вытрезвители и нужно ли принудительное лечение алкоголиков? Что делать с потоками суррогата, который льется в наши города и села? У проблемы алкоголя, как и у стакана, много граней, которые мы сегодня обсуждаем вместе с Алсу Сликаевой, нашими гостями в студии программы «Честно говоря». Итак, Лилия Гумерова, сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Азамат Муратов, самый главный спортивный комментатор, как он сам себя называет. Мы тоже так считаем, Азамат. И Азат Асадуллин, профессор, доктор медицинских наук и главврач республиканского наркологического диспансера номер 2, город Стерлитамак. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Лилия Салаватовна, все-таки вот пить или не пить – это личный вопрос или все-таки социальный, общественный, государственный? Безусловно, понимая ту беду, которую несет с собой алкоголь, я все-таки считаю, что это государственная задача. И полностью поддерживаю точку зрения главы республики, что вместе комплексно мы должны подходить к этой проблеме. Почему я об этом говорю? Когда это личный вопрос, каждый решает там, выпить бокал шампанского, когда есть культура питья в какой-то праздник. Но когда это превращается в огромное бедствие для семьи, для детей, когда при живых родителях дети становятся сиротами, когда только за 1 год есть статистика, порядка 10 тысяч наших сограждан по России просто умерли от алкоголя, либо замерзли, а только в республике, может быть, коллеги меня поправят, называется цифра 170-200 ежегодно наших граждан умирают в состоянии алкогольного опьянения, повышается преступность, совершенная в состоянии алкогольного опьянения. Безусловно, я считаю, что это государственная задача, поэтому и бороться нужно комплексно и совершенствуя законодательство, и надзорные мероприятия, и повышая культуру, разъясняя и помогая. А сделать это можно только всем. То есть вместе. все-таки это проблема, решение которой на самотек пускать нельзя. Да? Безусловно. Скажите, возврат вытрезвителей – это хорошая инициатива или плохая? Если мы вернемся в то самое прошлое, как было, то я абсолютно против этого. Почему? Потому что что там было, это было на самом деле не совсем то, что должно было быть. Что вас смущает? Смущает, во-первых, избирательность. Во-вторых, я сталкивался с тем, я не знаю, доказательные вещи или нет, что очень часто применялись силовые воздействия. Лично при вас это было? Да. С другой стороны, я много лет общаюсь с людьми пьяными, а в состоянии опьянения формируется и агрессивное поведение. Почему я также против того, чтобы пьяных доставляли в приемный покой больниц простых? А куда их девать-то, если вот по улице идет сильно выпивший человек? Вот я однажды прямо поднимал человека, а что я мимо пройду? Вот он упал и лежит. Вот если это будет в том концепте, который вы говорите, то я с этим согласен. Если это будет уважительное, если это будет качественное, если это будет социально контролируемое действие, а не только какая-то закрытая структура, да, то, конечно же, тогда это будет хорошо. И функция должна быть, на самом деле, это сбережение жизни человека в мороз, на трассе, да, потому что я часто езжу по трассе по ночам, и бывает так, что едешь, а какой-нибудь пьяный идет по обочине. Страшно. Ну вот все-таки, да, Азамат, скажи, пожалуйста, так или иначе, безотносительно тебя, я имею в виду, так или иначе с проблемой алкоголя сталкивается, наверное, каждый человек в нашей стране. Ну, такой у нас менталитет. Вот ты как считаешь, все-таки это его личное дело? Тут вот очень... уйти в запой и там жить? Или все-таки это его ответственность? Очень интересный вопрос чисто философский, как его переложить в практическую сторону.
не всегда понятно. Мы вот сейчас говорим о государственных задачах. На самом деле государство, и мы это забываем, само продает алкоголь, само потворствует тому, что в той или иной мере, когда у нас появляются суррогаты, само государство, понимая, что алкоголь – это новая нефть, и люди, пьющие алкоголь, это тоже новая нефть, оно придумывает какие-то правила, по которым нужно и бюджет сохранить, и с другой стороны сделать так, чтобы мы не теряли десятки тысяч людей в год. В конце 90-х я был вытрезвителем. На мое удивление, естественно, я попал туда избирательно, естественно, там выполнял, как я понимаю, потом я уточнял, Бобик, проезжающий мимо, выполнял свои планы, и меня туда забрали, и со мной обошлись очень даже корректно. Очень даже корректно. Но элементы физического воздействия я видел. Я видел, как людей вязали в ласточки, я пытался это остановить. Естественно, понимаю, что следующим в ласточке буду я. Там мне очень сильно не понравилось. Вязали тех, кто вязали тех, кто плохо говорил. Буйных я там не видел. Начнем с того, что это непрозрачная система. Любая непрозрачная система позволяет кому-то совершать акты насилия по тем или иным причинам. Это не главное. Главное, когда мы говорим о борьбе с пьянством и алкоголизмом, с моей точки зрения, государству нужно решать не этот вопрос. Государству нужно вопрос решать, как воспитывать детей в наших семьях. Спасибо. Готовясь к сегодняшнему обсуждению, наш редактор Разиф Абдуллин задал в Фейсбуке вопрос. Если вы пили, то как и почему бросили? Вы знаете, огромный шквал откликов и комментариев. И некоторые из них мы записали. Давайте посмотрим. Я оцениваю себя как алкоголик, потому что мне нравится выпивать, и достигнув определенной стадии опьянения, мне сложно остановиться. Но однажды на утро я проснулся на операционном столе в Бауманке. Тогда очень, очень о многом пришлось подумать, но в итоге это меня не убедило, потому что, видимо, не слишком сильно пострадал. Что делаю? Стараюсь ограничивать, то есть стараюсь выпивать только вот именно когда есть повод и только в хорошей компании очень близких людей. Когда я женился, только женился, и на третий день уже загремел в реанимацию. Но после этой реанимации я бросил курить. В один прекрасный момент как-то все это пазл сложился. И я считаю, что Вселенная мне позволила бросить пить. Но опять же, до того, как я бросил пить, я несколько лет занимался духовной практикой. В моей жизни тоже был момент, когда я бросал пить на много лет. И в конце концов я пришел к ответственному употреблению. И здесь очень важный момент. Не просто запретить или не просто я ответственный, и я не пью. Организм же должен получить какие-то эндорфины, какие-то нейромедиаторы, которые нам дают удовольствие. И самое классное здесь – это дать какую-то очень крутую альтернативу. Моей такой альтернативой явился спорт. Азат, скажи, пожалуйста, сколько нужно выпивать человеку и с какой периодичностью, чтобы он считался алкоголиком? Такого нет. Хорошо, человек, который ежедневно выпивает условные 100 грамм. Это не вопрос некорректный. А кого можно назвать алкоголиком? Или для каждого индивидуально? Знаете как, алкоголь, последнее решение ВОЗ, которое было в прошлом году, сказал, что алкоголь токсичен в любых дозировках. Да. Я позволю себе процитировать известного доктора, просто гуру медицины Лео Антоновича Бакерия. Да. И он сказал, что сейчас он совершенно не употребляет. И знаете, чем больше я не пью, тем лучше я себя чувствую и лучше выгляжу. Он общался с специалистами самого разного уровня во всем мире и подтверждает истину. А как же бокальчик вина на обед? Безусловно, алкоголь, особенно крепкий, это яд. Давайте называть вещи своими именами. Честно говоря, абсолютное большинство нашего населения, особенно мужского, регулярно употребляет алкоголь. Так вот, была советская система профилактики пьянства и алкоголизма. И вытрезвители, и ЛТП, извините, и уголовная ответственность за тунеядство, за бродяжничество, за попрошайничество. То есть целая система. Как вы считаете, как государственный человек высокого уровня, эта система заслуживает того, чтобы постепенно к ней вернуться? Она эффективна, она работает? Знаете, все-таки опыт советский показал, что ведь она работала. Люди боялись и общественного порицания, и боялись попасть в ЛТП. И они тоже давали определенный эффект, несмотря на то, что методы были совковые, застарелые и так далее. Вы знаете, иногда в погоне за демократией
мы вот теряем, может быть, те наработки и подходы, которые имели место быть и работали. Я сейчас не говорю о том, что нужно унижать человека, скрутить ему руки, оскорбить, унизить, такое тоже сделать было, да. вопреки воле, там, чтобы выполнить план. И эти издержки были. Но если мы посмотрим на те здравые подходы, которые работали, ну, не случайно вытрезвители вернулись. Я ведь не зря спросил, Поэтому- вытрезвитель – это первый шаг? Да, и мне видится, что, знаете, не то чтобы вот насильственно, а все-таки, чтобы мы имели фундамент законодательный, использование каких-то механизмов, ну, мягче говоря, возможно, более жестких. Иногда нужны подходы. Главное, чтобы не было перегибов, которые бы, ну вот, например, он не пил месяц, да, что-то прояснилось. Ему дали бесплатное лечение, ему дали возможность не замерзнуть на улице, побыть в отрезвителе, дальше искать механизм. Возможно, в этой системе и есть то, ну, не унижая человеческого достоинства, не переходя букву закона, но, возможно, оно... Азамат, да. Мы прослушали лекцию на тему «Карл Маркс, двоеточие, кавычки открываются, государство есть инструмент насилия». Орудие принуждения. Кавычки закрываются. Чем... Не насилие, а принуждение. Принуждение. Хорошо. Ну, я в переводе с башкирского на башкирский. В благих целях Да, для чтобы всем пользы было самого понятно. же человека. Это насилие. И государство по-другому работать не может. Но в данной сфере, по-моему... Азамат, ну ты же видишь, вот, в что данной это беда сфере на самом деле. Я вижу, что это беда. Я вижу, что Сизиф опять тянет камень на гору, чтобы потом сказать, как я хорошо поработал, и вернуться за этим камнем вниз. Пока мы не изменим в лучших традициях российской и мусульманской общинности некоторые понятия, не вернемся туда, когда мы не докажем, что не просто пить плохо, пить просто нельзя. Тем более вот так. У нас пропаганда, о которой ты говоришь, да. это составная часть общей государственной системы. С этим я могу согласиться. Азамат, все-таки мы с этим- Русланом хотим придумать механизм мне кажется, комплексный, где есть и орудие принуждения, где есть Может быть. современные центры, Разве я буду где против? есть обращение к Но традициям, если вы где представитель есть государства, проект. то давайте тогда просто запретим алкоголь Ну, на территории да, Российской Федерации. логика-то в словах Давайте Азамата-то перестанем на есть. этом Он же с делать этого и деньги. начал. Учитывая, Он что- сказал, что государство продает алкоголь. Кто сказал? Азамат, он начал Я с об этого, этом и что говорю. Что продажа продает алкоголя составляет весомую часть доходной части бюджета. Безусловно. И суррогатный алкоголь – это отдельная проблема. тема, которую нужно Безусловно. пресекать. Да. Знаете, Азамат сказал, говоря о причинах алкоголизма, очень важную вещь. Что это? Генетическая проблема, социальная. А на самом деле есть алкоголики генетически предрасположены, есть те, кто в силу социальных факторов. Но ведь мы, давайте поддержим Азамата, одного из ведущих болельщиков и комментаторов Салавата Юлаева. Да, и вернем пиво на Уфа-арену. Нет. В том плане, что там, где есть понимание На Азамата не общества, давит сверху государственные задачи, поэтому он просто Абсолютно выражает нет. свое И не мнение. продавать. Я сказал, что я либертарианец, и я Уважаемые- говорю, одной из причин алкоголизма является полурабское существование людей. Ментальное ли, экономическое. Люди растут не в состоянии взять ответственность За самого себя. за свою жизнь. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Слушай, Алсу, вот надо обязательно об этом поговорить. Все-таки главная проблема, через которую вот, водораздел проходит, это добровольно или принудительно? Добровольно, конечно, Ну, Руслан. ни один нормальный обычный алкаш не пойдет добровольно от этого лечиться. И жена, и семья ничего с этим сделать не могут. Самосознание общества нужно менять, что если ты не идешь лечиться, значит, ты погибнешь, и никто тебе не Какое к будет чертовой помогать. матери у алкаша самосознание? Нужна государственная система принуждения. Нет, вот, Руслан, вот я не давай, согласна с давай об тобой. этом спросим, тем более, что у нас в студии законодатель Давай. и главврач. Смотрите во второй части программы. Напьются, все, нормально, домой идут. Алкоголизм – это болезнь мозга. Не просто пить плохо, пить просто нельзя. Как помочь, как сделать так, чтобы мама не пила. Алкоголики – это самые хитрые люди на земле. Да, психолог – это старая добрая щекушка. Когда мы говорим о борьбе с алкоголизмом, здесь все средства хороши. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем тему, близкую очень многим людям. Борьбы с пьянством и вообще проблемы злоупотребления спиртным. Поводов поговорить об этом хватает, тем более после новогодних праздников. Это и новый закон о вытрезвителях, и вопрос эффективности ограничений по продаже алкоголя, и проект «Трезвое село».
Судя по количеству участников, а это 2114 сел и деревень, этот конкурс пользуется популярностью. В прошлом году победителя было 3. В этом номинации расширили, увеличили призовой фонд. Насколько эффективна эта программа «Трезвое село»? Посмотрим, обсудим. В деревне Новый Бешаул Кармаскалинского района с похмелья никто не болеет, по улицам не шатается, да и под забором пьяные не валяются. А праздники проводят вот так, на трезвую голову. Катаются на лошадях, водят хороводы и поют песни. Вы вообще, что ли, не пьете? Вообще я никогда не пил. А на Новый год? Никогда. Стол уже накрыт, из крепких напитков только чай. Старейшина деревни поведал, что раньше пьянка здесь была нормальным явлением. А раньше же водка надо. У одного есть, идут туда, напьются, все нормально, домой идут. Глава сельского поселения своим примером показывает, что трезвость – это норма. Как результат, Новый Бешаул становился победителем республиканского конкурса «Трезвое село», а в прошлом году занял первое место в Кармаскалинском районе. Люди поняли, что трезвый образ жизни вести намного и удобнее, в то же время и выгоднее. Потому что люди сейчас строят новые дома, вот детей надо воспитывать, обучать, растить. И это, я считаю, что это хорошо. И все-таки в целом пьянство на селе – большая проблема. Вот как объясняет причины этого известный комик Фидан Кульмухаметов в образе сельского пьяницы. Есть определенные провоцирующие на алкоголь факторы. Например, финансовые трудности, проблемы в личной жизни, отсутствие психологической гармонии с окружающим миром этим. И, с другой стороны, ярче всего образдар, они на сельской местности растут. Сами понимаете, не в Америке живем. В Америке, вон, возьми, у каждой семьи свой психолог. А беда что? Беда, психолог – это старая добрая щекушка. А вот эта проблема очень характерна, к сожалению, для сельской местности, для села. Есть проект «Трезвое село». Лилия Салаватовна, как вы считаете, в республике есть такой проект, как вы считаете, есть ли свет в конце этого тоннеля? Реально можно эту ситуацию выправить? Честно скажу, что я поддерживаю этот проект. Это его сложно не поддерживать. Да. Будучи вице-премьером, я возглавляла и оргкомитет, и мы очень спорили, и не все было так гладко, и с организаторами, и с ребятами, которые первоначально вышли с идей, но сама идея показать, что в том числе и на селе можно вести трезвый образ жизни, держаться друг за друга, помогать друг другу. Ведь в этом году, вот я просмотрела статистику, 2114 сел участвовало в этом проекте. В 10 раз увеличен призовой фонд. Такое очень хорошее соревнование. И я думаю, что это очень... Понимаете, вот когда мы говорим о борьбе с алкоголизмом, здесь все средства хороши. Азат, ну у вас огромный опыт, да? Скажите, пожалуйста, лечение больных алкоголизмом – это добровольное дело или все-таки принудительное? Да, лечение добровольное, кроме как тех ситуаций, когда есть решение суда. Тогда пациент обязан подчиниться законным требованиям, мы его лечим. Таких много ситуаций? В принципе, нет. При каких ситуациях суд обязывает лечить? В основном это, конечно, касается статей, связанных с оборотом наркотиков. То есть, если суд убирает фундаментальную причину, того пациент в дальнейшем может не совершить такие деяния. На самом деле, если взять статистику, то это где-то, наверное, боюсь ошибиться, точно не скажу, но 6-8% от общей массы, которая поступает в диспансер. Очень важный момент, который сегодня спрашивали об этом, и он остается актуальным, все-таки добровольное и принудительное лечение. Сегодня такой возможности принудительно лечить нет, за исключением вот судебных решений. Надо ли к ней вернуться? Знаете, коллеги, вот я вспоминаю события 15-летней давности. О чем идет речь? Тогда уже не было принудительного лечения. И я, будучи заместителем главы по социальным вопросам одного из муниципалитетов, возглавляла комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. И вот выезжаем в деревню. Очень прекрасная деревня. Папы работают. Но, к сожалению, многие из них работали на вахте. И в это время многодетные мамы, в принципе, неплохие, но увлеклись алкоголем и просто были в зависимости. В каждой семье по 7, 8, а то и 10 детей. И мы, знаете, вот, возможно, это звучит смешно, но мы даже на федеральном уровне рассматривали вот эту историю, говорили о том, так, если ты сейчас не согласишься лечиться, и буквально придумывали историю о том, что у нас есть некая там американская таблетка или укол, который мы закупили, но если ты выпьешь, ты обязательно там
уже не будешь дальше жить, что это очень опасно. Либо ты соглашаешься на это, либо мы забираем детей. Возможно, это было даже где-то вне правового поля. Но вот знаете, из 10 семей процентов 80 мы спасали. Мамы плакали, писали это заявление. Конечно, мы их везли в клинику, ставили обычные витамины, но мы тогда, вот, причем, как правило, женщины в этой комиссии, не зная, как помочь, как сделать так, чтобы мама не пила и дети остались с ней жить, не имея другого механизма, вот придумывали, знаете, такие вот, вы знаете, творческие как раз, Азат Раильевич, а это вообще нормально запугивать человека? Это работает? Вы знаете как, вот Это сейчас я буду спорить, и буду спорить с сенатором, и это, наверное, очень плохо. Я против этого. Почему плохо? Потому что это не работает. Это не доказательно, и есть алгоритмы, которые нам помогают корректировать. Смотрите, с тех пор медицина сделала очень большой шаг вперед. То, что мы делали, вот мы, наркологи, да, я говорю за своих там предков, наркологов, да, делали годов 60-х, 70-х по, наверное, 10-е года, это без смеха не посмотришь, потому что все алгоритмы, которые есть в мире, нас называют Галапагосией, потому что те алгоритмы, которые есть в России, были в России. Сейчас спасибо Минздраву, спасибо нашему местному Минздраву, то, что все это приходит в нормативное состояние. И я просто много был и в Австрии, и в Чехии работал, да, вот. И когда мы посмотрим на пациентов тех, они хотят лечиться, потому что там комплаентная терапия, то есть человеку нравится лечиться, ему комфортно. У нас терапия через что-то. То есть мы создаем некомфортные условия. Мы создаем варианты страха. Спасибо. Прерву вас. Все темы вокруг алкоголя почему-то вызывают жесточайшие споры. Один из них – кто и как должен бороться с алкоголизмом. Давайте посмотрим. Как правило, происходит как? У меня в семье алкоголик, мой муж алкоголик, да, например. Я делаю что? Я делаю все, чтобы, во-первых, скрыть это от его работодателя, от его коллег по работе. Я глажу его рубашки, я его кормлю, когда он пьет. Иногда бывает так, что женщина даже берет на себя там, часть его потребления, да, выпивая вместе с ним. И вот эта вот система, она поддерживает алкоголизм человека. Поэтому здесь очень важно и вот в реабилитационной работе с алкоголиками любой психолог или любой психотерапевт, он обязательно вовлекает членов семьи в эту работу. И посыл, к которому должна семья обратиться к своему зависимому члену семьи: да, мы тебя любим. И именно поэтому мы сегодня прекращаем поддерживать твое желание пить. На самом деле, Азамат, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь сталкивался с движением анонимных алкоголиков? Конечно. Или, может быть, прибегал к их помощи? Я прибегал к их помощи, потому что мне нужна была помощь. Это была очень интересная встреча. И когда мне нужно было вытаскивать конкретных людей из этой ситуации, я нашел в Уфе общество анонимных алкоголиков. Я сразу предупреждаю, я не получал у них разрешения о них говорить. Но я вам точно говорю, что это единственный в жизни способ избавиться от зависимости. Потому что об этом мне рассказала первая же встреча в течение 5 минут. Мне задали вопрос: что ты хочешь? Я сказал: я хочу привести человека. Они сказали: зачем? Я говорю: он хочет бросить пить. Он тебе это сказал? Я сказал: нет. Мне сказали: иди отсюда. Я пришел на следующий день. Да, он хочет бросить пить. А чего вы хотите на самом деле? Я показываю пальцем на одного из их членов этого объединения и называю: вот ты же перестал быть алкашом. Он говорит: я? Я остался алкоголиком. В первый же день, когда я забуду о том, что алкоголь сильнее меня, я буду пить. И опять все пропью. И все кончится. Знаете, но только они могут поддержать друг друга и научить, как оттуда выйти. Я очень хочу сказать несколько слов и надеюсь, что профессор меня поддержит. Я думаю, коллеги мне позволят, я приведу просто уникальный пример проекта, который реализуется у нас в республике и уже был представлен в Совете Федерации на президентском совете и получил поддержку, когда это имеет смысл. И мы это делаем ради детей, и ради той же мамы, и ради того же папы. А в чем суть проекта? Началось все с простой инициативы. Мы изучили и взяли на учет всех тех деток, которые помещены сегодня по причине алкоголизма родителей в социальные приюты. При живых родителях? При живых родителях. Это социальное сиротство, кстати, сегодня 70%. И это беда первая настоящая, причина, беда по которой дети при живых родителей попадают в детские учреждения сиротские, это алкоголизм родителей. Есть исследования, просто я сейчас не буду на них останавливаться. И вот знаете, Ради Фаритович докладывал, буквально месяца 2 назад, что сегодня мы оказали помощь, получили
382 семьи. 610 детей вернулись в семью. Но знаете, это огромный труд. Это не значит, что мы с наркологами просто договорились и пролечили. Я лично и мои коллеги звоним в каждый муниципалитет, чтобы после того, как родители получили лечение, они смотрели, не дай бог, есть ли там суррогатный алкоголь, где за дешевыми денежками, быстрой наживой соседи готовы продать. Помочь в трудоустройстве, привлечь их куда-то в спортивные мероприятия, безусловно. И вот такая... Мы даже не ожидали такого результата. Мы ставили гораздо ниже планку себе. Мы понимали, что это огромный труд. 610 детей вернулись в семьи, я за них рад. Я только более чем уверен, что 600 из них обязательно опять уедет в социальный приют. Я знаю, как устроен мир алкоголизма. И я знаю его вот прям вот так, и фамилии называть не буду. Я знаю, что происходит с ними. Я знаю, что алкоголики – это самые хитрые люди на земле. Он смотрит тебе в глаза, он клянется мамой, он рассказывает как же современные тебе о методы своих лечения, о которых говорит коллега, а и потом, те миллионы, миллиарды через рублей? 20 минут, выйдя на 5 секунд, он выходит уже Но нет, здесь я не соглашусь, потому Хорошо, что в но нашу я договорю, программу я включены договорю. медики, включены наркологи, Я договорю. включены механизмы Хорошо, общественного контроля. хорошо. И я бы не О стала медиках и о говорить о наркологах. том, что через 20 минут эти дети вернутся в приют. Вы там не были просто. Я просто о медиках. Я там была как раз. Давайте спросим медицину, целого профессора, который этой теме посвятил не один день. Однозначно ли мнение в медицинских кругах о проблеме возникновения такой болезни, как алкоголизм? Генетического она? Азамат, дай, пожалуйста, ему ответить. Да. Социальный срез ваших пациентов. Вы знаете как? Примерно. Вот сказать очень сложно, потому что я сейчас буду транслировать на русский язык. Ну, да, какой-то научные общий вещи. портрет, да. Во-первых, я согласен с тем проектом, и он шикарный. Я в нем задействован с самого начала, как зав. Отделения, главный врач. Вот именно он работает, да. Это я согласен. Но то, что мы говорим, мы не говорим о базовой фундаментальной проблеме. Алкоголизм – это болезнь мозга. Ни одну болезнь мы насилием не излечим, это точно. Нам надо создавать условия для качественного, гарантированного, персонифицированного лечения, чтобы пациенту было комфортно лечиться. Что мы сейчас делаем? У нас сейчас приезжают ведущие сотрудники мирового имени. Мы приводим по скайпу, они работают. Мы учим наших врачей, мы меняем парадигму. Это очень сложно. У нас привыкли к старым методам, которые были в годах 70-х. Мы их меняем. Врачи протестовали, сейчас им понравилось. И самое что интересное, вот эти новые схемы, которые якобы дорогие, они обходятся дешевле нашему бюджету, чем те примитивные, неэффективные В чем схемы. суть разницы? Вот Вы знаете, хотя бы это в двух болезнь словах. мозга. Можно? Угу. Алкоголизм – это уже неизлечимая, грубо развивающаяся болезнь мозга. И это болезнь. Пьянство – это поведенческие нарушения. Мы их не касаемся. Азат, с чего начинается? Вы знаете, Тяга есть к определенные особенности обмена нейротрансмиттеров мезолимбической системы. Это прежде всего дофамин. Я думаю, всем понятно. Мы уже пошли, мы уже пошли в медицинские термины. Вот Лилия Салаватовна заметила. Давайте проще. Это просто состояние измененного мышления. Восприятие. Ты имеешь в виду крайний случай, когда у человек все потерял, у него депрессия, он потерял интерес к жизни, он падает в стакан. Но есть масса других случаев, когда успешные люди, у которых в принципе все есть, тоже пускаются во все тяжкие. Это точно так же, как успешные люди могут болеть пневмонией. Успешные люди могут болеть переломом. Да, и вы копнете историю этого успешного человека, вы увидите, сколько он на себе стресса выдерживает, не показывая. И у него есть друзья, которые говорят по старинной русской привычке: а давай, по 0,5 завтра с утра разберешься. Хорошо. Вообще надо говорить, что пресечение торговли суррогатным спиртным очень важная составляющая часть борьбы с алкоголизмом в принципе. Подпольный рынок, который может производить опасные для жизни напитки, еще жив и более чем. Компания «Башспирт» даже предложила поставить в качестве памятника Паленке фигуру той самой знаменитой Аленки из Нового Воронежа, вид который смутил, кажется, всех россиян. Компании «Башспирт» делают все, чтобы вытеснить из региона производителей контрафакта. В этом году холдингу удалось увеличить свое присутствие на местном рынке. Благодаря поставкам в крупные торговые сети и наличию собственных фирменных магазинов, качественный продукт для жителей республики стал доступнее, чем подпольный контрафакт. Разумеется, качество продукции тщательно проверяется. По содержимому у нас не бывает такого брака, потому что спирт у нас проходит тоже очень строгий контроль, он соответствует требованиям, и при поступлении всего сырья в наше производство оно проходит входной контроль. В планах компании открыть еще один завод, строительство которого уже ведется в поселке Булгаково. Когда и это производство будет запущено, изготовителям контрафакта на территории республики просто некуда будет втиснуться со своим товаром. Все согласны, что алкоголизм – это болезнь, да?
Это медицинский факт. Все согласны, что это проблема и беда. Тоже все согласны. Все считают только по-разному, что нужно с этим что-то делать. Да. Вот, пожалуйста, коротко вопрос. Азат, скажи, пожалуйста, есть свет в конце этого тоннеля под названием алкоголизм и пьянство? Вы знаете, я думаю, что люди все-таки будут принимать вещества, которые изменяют сознание. Все равно. Да, мы запрещаем алкоголь продавать. Это классно. Это в рамках концепции ВОЗ по ограничению продажи алкоголя. Я бы еще и время снизил продажи. И время работы баров бы уменьшилось, тогда криминальность бы уменьшилась. Но смотрите, я делаю обход в новогодние праздники. Поступают лица пьяные. В этот день спиртное не продавалось. Где брали? Покупали. Где покупали? Там-то, там-то, там-то. Понимаете как? Если мы одной рукой запрещаем, это здорово, но в то же время спокойно есть куча возможностей все это сделать. Есть самогон, Зачем? есть суррогаты. Тогда, есть ли смысл запрещать? Вопрос в этом. А если мы запрещаем, то давайте контролировать. Допустим, мы запрещаем на красный свет ездить, мы за это штрафуем. Все-таки ты считаешь, как мы поняли, что мы хоть и медленно, но двигаемся в правильном направлении. Это да. Азамат? Я могу полностью поддержать коллегу, что мы действительно движемся. Поддерживаю коллегу и все-таки скажу, что наша главная задача – обеспечить людей смыслом существования. Смыслом существования. У человека, а это звучит гордо, как говорили писатели, должна быть работа, возможность построить дом, какой он хочет, а не типовой. У него должен быть кусочек, клочок земли или хотя бы где-то в 300 километрах от города, где он живет, должно быть свое родовое гнездо. У него должна быть семья, которая состоит из таких же, пусть не самых светлых и самых мудрых, пусть из очень простых людей, но которые в общинном смысле большая семья, его друзья, с которыми он уверен, на них можно положиться, если ты сам соответствуешь этому званию. Если же ты падаешь, падай на дно один. И я, опять же, возвращаюсь к анонимным алкоголикам, к этой теме. Я хочу сказать, каждый раз, когда вы жалеете алкаша, вы продлеваете его агонию, вы ухудшаете себе жизнь, вы, являясь созависимым от его алкоголизма, вы ухудшаете все. Лилия Салават. Знаете, коллеги, я вообще искренне признательна нашим журналистам. Мне видится, что вот за столь короткое время мы все-таки смогли с разных сторон посмотреть на эту проблему. Я искренне призываю и наших телезрителей, зная о тех проектах и видя, что где-то в селе, в соседнем доме торгуют из-под полы алкоголем, сказать об этом. Ведь очень много примеров, коллеги. Вот запрет, допустим, торговли алкоголем, когда праздник последнего звонка. И кто-то из продавцов, ему не жалко детей, в жажде получить лишние 2-3 тысячи, они продают, делают это и не боятся ничего. Мы тоже, знаете, с себя надо, не должны быть, говорить об этом, звонить в милицию, добиваться, звонить на телевидение. И вот только тогда, когда у нас, вы знаете, сформируется культура неприятия вот такого отношения к этой важной проблеме. Такого явления, да? Да, то и результат, конечно же, будет. Но в то же время я не снимаю ответственности с того, что государство должно наполнять жизнь смыслами в виде работы, достойной зарплаты, Это было сказано вовлеченности. Это все очень правильно. Сначала базис, потом настройка. Уважаемые гости, вам большое спасибо, что нашли время прийти. И дискуссия была горячей, предметный и, главное, честный разговор. Большое вам спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Алсу, ты знаешь, что это за памятник? Ну, конечно, это памятник героям Октябрьской революции, гражданской войны. Вообще у него есть народное название «Без 5-7», потому что как раз напротив в советское время был продуктовый магазин, в котором спиртное продавали только до 19 часов. Вот они спешат с винтовками наперевес успеть купить заветную бутылку. Я представляю, ну можно его сейчас назвать без 5-11, потому что все так же бегут, и бегущим даже Можно, да. очередь уступает. Но если серьезно, все эти ограничительные меры государственные, по мне, так идут во благо. Слушай, ну, благими намерениями, конечно, вымощена дорога в ад. Но вот после сегодняшнего нашего обсуждения я в очередной раз убедился, что одним добрым словом, убеждением в борьбе с таким злом, как пьянство, ну, не добиться ничего. Все средства хороши. Руслан, алкоголь в нашей традиции, в российской, да, традицию нужно менять, чтобы вот всякое не мерещилось в памятниках. Тебе слово. Традиция упрямая вещь, особенно когда она уходит глубиной в века. Если вы не пьете в компании, вы как белая ворона. Ты что, не пьешь? Ты что, болеешь? Между первой и второй перерывчик небольшой. Пиво без водки, деньги на ветер. И эти народные поговорки можно продолжать бесконечно. Что с этим делать?
Без общественного принуждения и помощи близких здесь, конечно, не обойтись. Но, честно говоря, выбраться с дна стакана можешь только ты сам, если не хочешь испытывать горькое похмелье за бесцельно пропитые годы. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.